Ну вот, первый перекур. Я уже, вот смотрите, забрал чагу. Такие вот хорошие. Ну этот еще, ну и маленькие. За спиной здесь есть рябчик, самочка. Тут свистела она. И давайте еще сейчас быстренько попью кофе. И дальше в путь. Я уже в ельнике. Там сосновый бор прошел. Потом между ельником и сосновым бором тут сырое место, участок. Ну, я бы не сказал, что очень приятно тут ходить летом. Вообще нехороший участок. Вот. Сейчас попью чай, кофе. Дойду до конца своей лыжни и пойдем дальше. Здесь, знаете, вот такое место. Река куда-то вон в ту сторону уходит, потом опять приходит в эту сторону. И получается ближе к дороге. Вот сейчас, в данный момент, я на максимально дальнем расстоянии от реки, от дороги. Ну, расстояние от дороги до реки самое максимальное. А сейчас будет река идти в сторону дороги. Это намного короче будет выходить к этой мотособаке, выносить тяжелый рюкзак, если он, конечно, будет. Вот. Но килограммчик уже есть, и это радует. Все равно день длинный. Пока не надоест, я буду бродить. С утра хоть я позавтракал, что-то аппетит у меня снова разыгрался. Взял хлеб и кофе. Вот. С утра завтрак у меня был чай, 2 яйца съел, несколько стаканов чая попил и с хлебом тоже. Ну вот, блин, быстро нагуляешь аппетит в лесу очень. Но хорошо, что снег сегодня отлично держит, прям приятно ходить. Легче ходить, чем прошлый поход. Вот 2 дня назад я здесь был, и резко все изменилось. После дождя, после всего этого. Так что весна делает свою работу, как бы снег уплотняется, убавляется, уплотняется. И был бы Наст, я бы здесь даже на мотособаке ездил. Легко бы проехал, тут вообще шикарные места. Чуть-чуть неприятно бывают участки, но это проходимо. Для артроса это все проходимо. Ладно, я пью кофе. Быстро остывает. Издалека увидел черное. Пока сомневаюсь, что это может быть. Вроде чага. Да. Вон там параллельно реке шел. Одну верховую там увидел. Высоко. И вот не поленился, да, думаю, проверю. Ладно, иду не спеша, спокойно. Да, чага, ребят. Все, забираю. Нормально. Вот он хороший. Во льду. Большая чага. Забрал. Где-то 1,5 килограмма, наверное, будет. Хорошие куски. 2 куска отломил. И вот считай, вот я шел, вот где-то вот отсюда, наверное, заметил. Вот. Мог бы, конечно, проскочить. Мог бы вообще, как бы, глаза закрыть и дальше идти. Вот я решил подойти, посмотреть. И уже чага в рюкзаке. Очень много, конечно, остается. И ты не замечаешь под снегом. Или же с другого ракурса надо увидеть эту чагу. Вот. Ну все, идем дальше. Он прям наткнулся. Я иду, вот выключил, вот буквально вот тут камеру. И прям наткнулся я на хороший шматок такой. Вот он, ребят. Добротный такой. Ночь. Смотрите, какие березы тут.
Короче, разрядился аккумулятор. Хотел показать березу, но березы очень высокие тут. Прям шикарные. Вот. Ну что, забираем эту чагу. Сейчас покажу, как я это буду рубить. Весь во льду тоже. Хорошо сидит, крепко. Ну вот. Как ни странно, быстро я справился. Вот, смотрите, ребят. Где-то 2,5-3 килограмма. Вот. Один, второй, третий, и уже рюкзак тяжелый становится. Очень здорово. Сейчас немножко бересту уберу. Видно, ребят, я опять попал на место, где есть чага. Сейчас подхожу к старице, за старицей. Если не обманывает мое зрение, что-то похожее на чагу. Сейчас буду переходить. Хорошие места, конечно, тут крутой берег. И думаю, может с обеих сторон еще проверить. Вон там. Где-то я увидел. Надо поближе подойти. Что-то там еще есть. Короче, тут надо мне зигзагами походить. Похоже, что тут есть что. Так. Ладно. Сперва перейду. Там заберем. Так, или как же быть-то? Или пройду круговую. Круговую пройду. И там верховая. Ой, высоко. Так, ладно, ребят, я это оставлю. Это лыжню я свою увижу. По этому берегу пройду. Вот так. В круговую. С обеих сторон этой старицы проверю. Там еле-еле он висит, но, блядь, чуть-чуть я не достаю. Высоко. Вон, и с этого места я тоже увидел. Вот моя лыжня, короче, вот, пожалуйста. Также на сучьях чага. Вот, начну отсюда. Да, ребят, я здесь наберу рюкзак легко. Сперва тут заберу, там старицей, за старицей очень много. В общем, снова я попал на чагу. Отлично. Будем забирать. Шикарное дерево и такие наросты хорошие. Спустился, вон этот поворот проверил. Ну, половину где-то вот прошел. Вот, дальше можно туда еще сходить. Но там ничего нету. И я решил, сейчас давайте вот этот сливки возьмем, которые вот прям издалека я увидел. Вроде там деревьев 3-4. Да и все, наверное, забрать не смогу. Уже рюкзак, поверьте, очень тяжелый. Здесь осины. Смотрите, какие они крупные, высокие. Ну, осины они такие есть тоже. В основном гнилые деревья. Такой подъем нехороший. Главное не упасть. Так. Вот здесь замаскирован один, я вижу. Сразу же увидел. Вот. Поднялся на берег и увидел первое дерево. Сейчас подойду поближе. Да, это хороший. Все тут большие, я смотрю. Так. Вон он куда спрятался. Вон, видите? Вообще еле-еле увидел. Оттуда, наверное, может, тоже заметил, но... Капец, короче, ребят. Вон он замаскировался. Забираем. Смотрите, какой огроменный. Я срубил там. Вот. Просто офигеть. Наверное, килограмм 4. И вот тут дерево
сразу же показываю. Вот одна чага там внизу, надеюсь, видите. Вон. Все, я уже рюкзак набрал. Это и мне уже тяжело будет выносить. И там еще один верховая. Я тоже достану. Это тоже достану. Фу. Там еще одно дерево. И вроде все. Как-то больше как будто я увидел, но что-то это оттуда вроде не должно. Видать, в гуще леса я уже нахожусь. А возле старицы там, не знаю, вот этот нашел возле старицы. А куда все другие подевались, не могу сказать, ребят. Сейчас верховую возьму и вот этот. Потом уже загружу и посмотрю, какой рюкзак. Может, еще оставить придется. Больше не вижу. Один куда-то улетел. Вот, здесь контакт. Вот, смотрите, взял. И еще вон там дерево вижу, тоже без рюкзака. Давайте сходим туда. Где-то верховая еще должна быть. Но что-то я его не заметил, не увидел. Вот это торчит. Ну, вон там я вижу. Хорошее дерево. Так, этот. А, вот он, вот. Да, этот не достать. Хорошо торчит, но, блин, просто не достать, ребят. Смотрите как. Ну, блин, пара ударов хороших, и смог бы я его сбить на... Ну, я не знаю. Ну, никак. Здесь лестница нужна. 3,5 метра на высотой. Вот. Ну, вот еще тут куча такая. Здесь еще возьму вот это. Вот с этой стороны. Ну так тут будут крошиться они. Мелкие, но вон там сверху тоже вижу. И отсюда вот. О, круговую даже. Вот, смотрите. И там, вверху тоже, и там еще выше есть. Смотрите, какое дерево. Но это придется мне оставить. Как ни крути, я это не донесу. Вот. Так, ладно, сейчас сразу, наверное, это я оставлю. Вот это я оставлю, это дерево. Сейчас я это вынесу, рюкзак, и уже придем сразу сюда, начнем рубить. Вот отсюда. Блин, жалко, конечно, вон то. Нет, не смогу. Не получится. Тоже как-то не догадался гвозди взять, лестницу какую-то придумать. И тут, вон, смотрите, одна, там сзади еще вторая. Вот смотрите, какой пятачок небольшой, а сколько чаги, блин. Где-то есть, где-то нету. Ладно, все отлично. Здесь вот это дерево пока оставляем. Это будет третий поход сюда. Сейчас это вынесем рюкзак. Вот. Рюкзак вынесем и остатки будем забирать. Вот целый мешок. Вот так он выглядит. Загрузил. Не влезло. Я даже топор здесь оставлю.
Ну, сюда приду и отсюда начинаю собрать. Вот это следующий рюкзак загрузим. И к тому дереву еще сходим, оттуда возьмем. Половина рюкзака уже будет. Так что сейчас буду выходить, наверное, где-то вон там. Можно здесь, потому что здесь старится спуск и подъем. А там начало старится и берег хороший. И, наверное, с другой стороны тоже хороший. Ладно, загружаюсь и уже буду тащить очередной такой тяжелый рюкзак. Вот второй мешок вынес. Хотел чуть дальше выйти, но у меня что-то смотрел на солнце и, блин, правее я пошел. Оказывается, солнце надо было мне левое плечо вот так брать. А я взял наоборот, вообще много градусов и постепенно правее и вышел на мотособаку. Но в принципе расстояние такое же, где-то с километр. Вот, сейчас пойду сразу же за третьим рюкзаком, надеюсь наберем. И потом подумаю, стоит ли дальше собирать сегодня. Если наберу еще один полный рюкзак, сегодня уже вот это нормально. Лучше в следующий раз снова приехать с утра. Ладно, сейчас сходим, посмотрим. Пока вроде как дела идут. 2 мешка. Примерно, грубо говоря, 40 килограмм чистого веса уже есть. Это 100%. Первый рюкзак тяжелый был, сейчас чуть-чуть поменьше взял. Потому что по целине как-никак не так легко идти. Показываю. Вот такая хорошая чага. Этот большой. Килограмм 3-4, наверное. Остальные мелкие, но хорошие. Вон там еще один отлетел. Но там остатки были, где я оставлял. Вот загрузился уже. Вот. Мешок забыл, блин. Вот. Белый мешок. Придется вот так в рюкзак закидать. Вон. Вот, с этого с дерева в круговую. Там выше было этот большой, но я достал легко. Знаете что, вот та чага немножко жалко, конечно, оставлять. Блин, гвозди надо с собой, конечно, таскать и лестницу так быстренько сделать. И такие чаги можно тоже. Блин, вот так выпирает хорошая чага, вот несколько ударов и просто оно пойдет. Бум. И там, пожалуйста, 3 килограмма, 3,5 точно есть. Вот такое начало. Ну, я так думаю, наверное, это уже начало. И вот это я вынесу и, думаю, буду заканчивать сегодня. Я так. Прогноз такой. Посмотрим. Здесь хороший килограмм тоже. Полный рюкзак наберу. И если увижу. Вот. Ну, этот пятачок мне действительно сегодня дал много чаги. 3 мешка, вот просто легко я собрал. Буквально вот прошел вдоль реки, наверное, с полкилометра и вот набрал хороший участок. Действительно, вот это место хорошее. Возможно, тут еще осталось чаги там под снегом, потому что бывает чага выходит возле корня деревьев. Прям низовые, они совсем возле земли. Такие чаги, наверное, достаточно еще осталось. Может, еще пройду тут летом или осенью. Посмотрим. Можно просто пройтись, скажем, осенью грибы собираешь и чагу заодно там набираешь. Там в этих местах, я думаю, грибы для соления должны быть. Потому что ельник, березняк. Очень даже надеюсь, что тут хороший урожай грибов. На другом берегу что-то опять я увидел, не знаю. Вроде там я прошел и что-то черное пятно увидел. Ладно, сейчас я загружаюсь и схожу без рюкзака туда посмотрю, если вон там. Прям видно хорошо. Не знаю, может кора отошла, может и чага там. Буквально там 30 метров от меня. 35. Так, рассказываю, ребят, свои планы. Рюкзак примерно 15 килограмм уже.
И с таким рюкзаком куда-либо на поиски мне неохота идти. Дальше вон там река, вон туда куда-то идет. И деревья тут, молодой подсад, крупных берез вообще нету. Там пустырь, видать сырое место. И это место оставим на другой день, ребят. Сейчас я параллельно своей лыжне пойду, где я начинал на сбор чаги. Может быть, где-то я еще какое-то дерево увижу. И уже по своей лыжне обратно пойду к мотособаке. Вот такие планы. С таким рюкзаком, ребят, дальше не пойду. Просто я не уверен, что что-то там есть или нету. Может, придется там километр, полтора-два идти. И нет. Лучше давайте сделаем ход конем, так называемый. И уже на проверенное место сходим еще там зигзагами пройдем. Если удастся хотя бы килограмм 5 набрать, достаточно. Все, я вообще поворачиваю уже в сторону мотособаки. Не скажу, что близко. Примерно 1,5 километра идти. Но лучше, чем отдаляться сейчас с таким рюкзаком. Нашел вот такие 2 штуки. Вот. Немножко почистил, но вот эту бересту еще буду чистить. С одного дерева. Но сейчас покажу, ребят, находки хорошие. Вон они наверху. Вон, видишь? Очень-очень большая чага, хорошая. И там еще. Сейчас чуть ближе подойду. Тоже покажу. Здесь уже полный рюкзак. Вот это и 2 куска вон те. Блин, вообще шикарные чаги, конечно. Но высоко. Даже здесь пешней я не смогу это отбить. Просто замучаюсь. Он хорошо, плотно так сидит. Широко сидит. Вот. И это просто задолбаешься долбить. Здесь надо лестницу тык-тык-тык. И уже подняться. И то, что вот мне пишут, или у электриков когти, там еще что-то. Я не знаю, ребят, сколько он весит, но думаю, примерно килограмм 5-то точно будет. И считай, вот ты начнешь вот это когти таскать, и вот целый день ты идешь, а может там верховая чага 1 штука будет. А вот здесь верховых много. Вот там за старицей, я уже подошел к той старице, где я собирал чагу. Там верховая тоже есть. Вот тут верховая и там. Так что в этих местах верховые тоже есть чаги. Вот. Но пешней здесь нет, не получится. Слишком высоко, во-первых. И это он плотно сидит. Это бесполезно долбить. Это топором бывает замучаешься. Да, много, но высоко. Вот они. Ух ты. Высоковато, конечно. Когтями тоже туда лезть ради этой чаги. Вон он, ребят. Конечно, экшен отдаляет. Показывать, приблизить. Вот. Видите, сейчас я на штатив поставлю и приближу. Вот. Там еще. Поближе показал вам. Опять верховая. Ну это более-менее. Сейчас подойду поближе, там попробую. Может быть даже и достану. Почти достану. Вот, ребят, смотрите. Смотрите, ребят. Чуть-чуть вот здесь был бы легко бить, а там чуть-чуть не достаю.
Справился. Вот и все. Сегодняшняя норма выполнена. Этим уже мой рюкзак полностью полным будет. Вот. Смотрите, вот он. Вот. Добротная чага, ребят. Вот. Немножко только береста здесь. Ну и, блин, килограмм 4, наверное, здесь. Все. Вот это рюкзак. И буду потихоньку выходить. Я уже сейчас мало куда буду смотреть, чтобы вот найти что-то там еще. Нет, достаточно хорошо, что я обратно вернулся. Вот много ли надо? И одну чагу нашел, и вот эта чага уже вполне достаточно. И, скажем, я вот с этим тяжелым рюкзаком, если пошел дальше, это просто мучение. Таскать на себе вот это все. Вот. Хороший, добротный такой. Считай, верховых сколько еще сегодня я видел. Вот, полный рюкзак. Рюкзак наполнился. Все. Под завязку. Достаточно. 3 рюкзака. Грубо говоря, по 20 килограмм. 60 килограмм сегодня у меня. 60 килограмм чаги. Хорошо, что я здесь фанеру приделал. Намного легче спине там нести. Ничего не выпирает чага, я имею в виду. В общем, все здорово. Будем выходить. Тайга нам сегодня чагу дала. Ну и все получилось, как задумывал. Как бы в начале фильма я у зрителям сказал, что пожелали мне удачу, и думаю, большинство моих зрителей этого сделали, пожелали хорошего, удачного похода. И вот сегодня у меня полный мешок снова. Так что спасибо вам, зрители, которые смотрят, поддерживают. И поддерживают лайками. И все хорошо. Давайте. Сейчас я буду выходить. Поднять бы вот это все себя. Опа. Да. Нормальный такой мешок. Фу. Все. Вот, вылез. Все, больше не пойду сегодня, ребят. Фу, хватит. 3 мешка достаточно. Дотащил вот этот огромный большой мешок, рюкзак. Сейчас этот мешок в Тисане, наверное, загружу. Ну и сейчас еще покажу, как я буду переодеваться. Именно штаны, как я вот эти с молнией буду одевать. Все это покажу. Может, кому и пригодится, может нет. Может, ничего не получится. Как бы раздеться нормально получилось, а сейчас я буду одеваться. Еще не испытывал, не знаю, как все пойдет. Вот. Пошел снег такой. Сейчас переоденусь, попью кофе, развернемся и уже поедем. Фу, устал, блин. Да, реально. Вот, опять же я не раздеваю обувь. И вот так. Все четко получается, честно. Так что мой совет: покупайте
с молнией вот здесь. Очень удобно. В мороз, когда ты... вот если вот мне молнии если нету, мне надо сапог, вот этот большой сапог раздет. Там у меня портянки, все это дело. И такая погода, что надо быстро-быстро одеться, переодеться. И уже минимум снег сюда попадает, но это не критично. Вот. У кого есть швейная машина, можно там и самому, как и я, то я пришил, можно и самому пришить. Легко. Все, переодеваюсь. И будет тепло. Вот и все. Быстро, без проблем. Молния, это, конечно, вот как пол жизни ты прожил и не понимаешь, как это все сделать. А вот я в интернете подглядел, сделал. И с этими теплыми штанами еще будут много фильмов, много походов. Эту куртку тоже ремонтировать надо. Как бы, вот смотрите, швы изнашиваются просто в хлам. Вот это надо пришить. Но эта куртка еще годная. Молнию тоже менял. Она раза два уже. А так, куртка еще добротная. Все, переоделся. Хорошо. Шапку переодену. Вот, теплую шапку еще одену. Еще дым. Суконка тоже. Он, конечно, скажу вам, тяжеленькая, если честно. По весу он тяжелый. Синтепоны вот эти легкие, а сукно он тяжелый. Ну, привык к этой куртке уже года 3, наверное, по ходу хожу. Вот и все, я переоделся. Ну и попьем кофе. Это я допью сейчас полностью. Сейчас середина дня. Трек надо посмотреть. Сейчас трек посмотрю еще. И надо остановить все сегодня. Так, в общем, пешком я прошел сегодня 7 километров, 610 метров. Ну, минус 200 метров отсюда я прошел на мотособаке. 7 километров, 400 метров. Блядь, стандарт. И вот бывает 10 километров я прохожу. И бывает 12 километров. И возвращался с 12 километров с одним рюкзаком. Должны помнить мои походы. Сегодня я прошел 7 километров 400 метров. И у меня 3 больших мешка. Вот это и есть везение и невезение. Когда-то везет, когда-то нет. Так что дальше уже я вижу, что лес, тайга там непонятно какая-то мелкая. Но все равно я в следующий раз приеду сюда. И с этой лыжни я дальше буду проходить, дальше искать. Как бы там ни было. Будет, нет, так нет. Вот. Так что походы еще будут. Пока есть снег, пока есть возможность, я буду выходить за чагой.
И скоро времени это уже растает, и зимние походы за чагой у меня просто закончатся. Там уже начнутся летние. А летом хрен пойми, что еще будет у меня. Вот. Так что я благодарен сегодняшнему дню, что вот так нормально нашел. Смотрите, какая погода. Погода вообще показывалась, что сегодня снегопад будет, так и есть. Так что сейчас надо отсюда уже уезжать. Давай. Ну вот, первая остановка. Сейчас дальше уже снимать ничего не стану. Так, включился. Сейчас шел. Мощный снегопад начинался. Вообще жесть. Да и до сих пор еще идет. Альбатрос тянет хорошо. Загружен. Здесь у меня одежда. Тут рюкзак. И там еще мешки. Кроме этого еще мой вес. Прям не чувствует, идет хорошо. Вот такой поход получился. Спасибо вам за ваши просмотры, за поддержку, за все хорошее. Ждите новые фильмы. Следующий фильм, возможно, будет рыбалка. Что-то хочется еще на Ельца сходить. Или рыбалка будет, или же снова сюда приеду за чагой. Посмотрим. Там еще есть места. Надо проверить. Здесь уже, вот, считай, вдоль реки кругом я ходил. Все уже прошел. Сейчас уже приходится очень далеко ездить. Бак не хватает даже. Придется. Ну, сегодня лишние 7,5 километра прошел. Из-за того, что у меня сани я потерял на ходу. Ну, бывает. Ладно, давайте, ребят. Там уже дорогу, как я буду ехать, уже снимать не стану. До новых встреч, до новых походов. Пока. Сейчас бак проверю. Может еще чуть-чуть заправить бензин надо.